У меня две специальности: экология и энтомология. Зовут меня Ермолаев Иван Владимирович, я представляю Удмуртский государственный университет. И сегодня мы, собственно, с вами поговорим об одном очень важном моменте. На самом деле, все вы знаете, что липовое пчеловодство, безусловно, одно из приоритетнейших направлений, собственно, из пчеловодства, вообще, так сказать, направлений пчеловодов в России и в Удмуртии в том числе, но существует масса, на самом деле, проблем, связанных именно с этим областью, и мы сегодня поговорим об одной из этих проблем. На самом деле, если взять липу мелколистную Тилия кордата как вид, у нас здесь на территории Удмуртии известно больше 30 видов различных вредителей и около десятка видов патогенов, вызывающих различные заболевания. Но все это меркнет абсолютно на фоне одного единственного вида, который дает просто потрясающую проблему создает, и, к сожалению, эта проблема напрямую связана с деятельностью пчеловодов. Именно поэтому здесь я сегодня, именно поэтому мы сегодня, собственно, с вами по этому поводу поговорим. Речь идет об так называемой липовой моле-пестрянке, она называется Филонариптор исики, выделена в 1953 году японцем по фамилии Кумата. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, собственно, все вы видели эту самую картину липы. И большое-большое количество странных овальных образований на этой липе, так называемых окошечек. На самом деле это повреждение, которое называется миной. И вот как раз это свидетельствует, к сожалению, о высокой плотности этого вредителя в этом месте, где непосредственно вы это дело видели. Давайте следующий слайд. Собственно, сама история началась давно. Это было 23 июля 1932 года. Именно в этот день энтомолог, звали ее Людмила Токарева, собрала 44 экземпляра никому неизвестной моли с липой, собственно, получила это дело, смонтировала, но определить не смогла. Не смогла определить просто потому, что к этому моменту этот вид, естественно, был еще не описан, ну и, собственно, в определительных таблицах он просто отсутствовал. И все бы ничего, но в 1963 году как раз вот японец по фамилии Кумата, уже с японских островов, а именно с Хоккайдо, описывает этот вид. И, в общем-то, вот так он выглядит, такая замечательная, красивая, даже, я бы сказал, очень симпатичная бабочка. Давайте следующий слайд. Вот, собственно, место его... Размер там не указан. Размер это буквально, знаете, 6-7 миллиметров, вот так в размахе крыльев. То есть она очень небольшая, на самом деле, по размерам, но беда в том, что она берет числом. Числом, и это очень страшно. Ну вот, собственно, первичный ареал этой моли, темным показаны представители различные рода Тилия, поскольку в данном случае этот вид встречается именно на липах. Ну и здесь точками показаны места, где, когда и при каких обстоятельствах, в каком году, собственно, был найден этот самый вид. Ну, то есть я к тому, что преимущественно она вокруг Японского моря и при ближайших территориях расположена. Но самое интересное то, что на этих территориях вид как экономически значимый вид на самом деле даже не отмечался. То есть есть информация о вспышках, но эти вспышки на самом деле настолько незначительны, что никакого вреда на самом деле для своей родной территории она не представляет. Следующий слайд. А перед нами теперь вторичный ареал Тилия кордата. Все началось в 1985 году, естественно, с города Москва, как центра пересечения огромных, на самом деле, логистических путей. И вот как раз, собственно, в Москве в 1985 году можно взять. А вот он, да. То есть мне тут не совсем удобно, потому что это самое, вот Москва. В 1985 году, я не буду показывать. В 1985 году, собственно, этот вид появился, и дальше, в общем, случилось, конечно же, страшное, потому что и направо, и налево, и на север, и на юг, и на запад, и на восток, собственно, началась серьезнейшая инвазия этого объекта по очень многим причинам. Почему? Прежде всего, просто потому, что кормового ресурса в виде представителей рода Тилия, прежде всего Тилия кордата, здесь практически много, сплошным ареалом. И, естественно, скорость инвазии просто сумасшедшая. Для сравнения скажу, что в свое время непарно шелкопряда, когда завезли в Северную Америку, там скорость инвазии была 10-15 километров в год. Вот у этого 80 километров в год. Почему? Я немножко позже. По этому слайду можно сразу вопрос. Это вот серая
зоны произрастания липы. Сервер представителей рода Тилия. То есть это, в принципе, везде, где встречается липа. А пунктиром это распространение муля? По пунктирам это просто на информацию, сейчас я скажу, на 2016-2017 год. Это немножко уже устаревшая информация. Сейчас он уже дошел до Франции, север Италии уже захвачен, здесь практически полностью. Крым она уже захватила, на Кавказе она уже найдена. То есть вот на самом деле здесь уже устаревшая немножко информация, просто, ну, сами понимаете, просто публикуемость, она все равно имеет некоторую инерцию, поэтому на самом деле сейчас картина уже выглядит так, что ну, на самого края она уже дошла. То есть в прошлом году она была найдена на самом крае Тилия Кордата, в городе Красноярске. Все, привет. То есть практически до самого восточного края она уже дошла. Осталось, в принципе, ну, Франция, немножко Испания и вот. И практически Европа, можно сказать, за 15-20 лет практически покорена. Следующий слайд. Собственно, роль и значение этого вида, на самом деле, она подчеркивается прежде всего интересом специалистов к этому виду. И об этом свидетельствует то, что практически в каждых серьезных странах, которые занимаются, на самом деле, энтомологией, практически уже существуют свои оригинальные термины, свидетельствующие о том, что интерес к этому виду, извините меня, он серьезный. Что касается кормовых растений, значит, на своей первичной родине, на Дальнем Востоке, вид повреждает. Ну, здесь сразу хочу сказать, это последняя классификация год, есть замечательнейшая монография, вышедшая недавно в Оксфорде, собственно, вся информация по классификациям и все остальное оттуда. На Дальнем Востоке у нас в Приморье, собственно, она повреждает Амурендис и Манжурику, собственно, знаменитые виды, хорошо знакомые. Япония, Японика, Максимовича, ну, еще тут Кирсани, да, и Монголика, собственно, это не так давно было обнаружено, но это в Китае, собственно, такая интересная находка была. То есть я к тому, что практически все виды аборигенные рода Тилия на своем дальневосточного происхождения, они, собственно, совершенно спокойно повреждаются. Когда завезли ее к нам, она тут же освоила все 4, собственно, основные аборигенные виды, в общем-то, встречаемые на территории Европы, ну и все, что в виде так называемых интродуцентов, в том числе американский вид, совершенно спокойно заселяет, никаких проблем. То есть вообще с родом лип или они очень хорошо дружат, поскольку являются очень узкими специализированными объектами. Не так давно мы делали хорошую работу в главном ботаническом саду, Птицыно, это, собственно, Москва. И вот перед вами, собственно, коллекция листьев липы разных видов, в том числе знаменитые американцы, заметьте, они очень большие листья имеют, совершенно такие здоровенные лопухи. Совершенно спокойно заселяет, никаких проблем. Единственная проблема заключается в том, что есть некоторые все-таки предпочтения у этого вида, но эти предпочтения связаны, скорее всего, просто с особенностями биохимии этих конкретно растений. А так, в принципе, практически все представители рода Тилия заселяются очень даже прилично. Ну и перед вами жуть, наша современная ситуация, то, что, в общем-то, представляет собой повреждение липы на текущий момент. К сожалению, давно уже происходит инвазия, в том числе на территории Удмуртии. Я в 99 году приехал, собственно, в Удмуртию, в 99 году уже нашел сразу эту липовую мой жест. Плотности повреждения липовых листов составляют часть до 35. То есть практически, посмотрите, от листа вообще ничего не остается. Это практически только жилки. Нет ассимиляционного аппарата, сами понимаете, будут большие проблемы, в том числе и с генеративной сферой, собственно, самого растения. Давайте следующий слайд. Мины, которые вы, собственно, видите, они всегда по структуре нижние мины. Но дело в том, что у этого вида встречаются иногда и верхние мины, с верхней стороны листа. Вот все нижние, а тут неожиданно какое-то белое пятно, это верхнесторонние мины. Собственно, тоже необычная вещь, но в основном связано с тем, что при высоких плотностях уже заселять просто нечего, и она пытается хоть какой-то ассимиляционный аппарат съесть, ну, пускай даже сверху, хотя на самом деле вот, она большая любительница повреждать листья именно снизу. Значит, у нас этот вид, как, впрочем, и везде, может давать две генерации. Две генерации, на самом деле, это максимальное количество генераций, которое известно для этого вида, в том плане, что больше она в силу разных обстоятельств, прежде всего, сумму эффективных температур давать не может нигде.
Но у нас есть особенность. Эта особенность связана именно опять же, с тем, что тепла у нас, теплообеспеченность территории на самом деле невысокая. И у нас преимущественно доминирует однолетний вариант. То есть она в принципе к июню месяцу откладывает яйца, выходит гусеницы, покупливается, ну и к июню месяца она полетела. Как правило, второй генерации может и не быть, и это связано просто именно с тем, что теплообеспеченность территории как раз невысокая, как раз по этому поводу сейчас выходит здоровенная статья, кому надо, потом специально ссылочку дам, следующий слайд. Весной появляется, значит, зимует она практически в любых укрытиях. Это может быть абсолютно любые щели, любые абсолютно дырочки, вплоть даже до того, что используют любые щели, например, домов, сараев и так далее. Все, что можно хоть куда-то залезть, она обязательно залезет, спокойно перезимует, никаких проблем. Весной бабочки выходят, собственно, из укрытий, происходит тут же спаривание. Причем, заметьте, тут интересный момент, светлая морфа, темная морфа. Это очень важно, потом я отдельно по этому поводу еще скажу. Это следующий слайд. Яйца очень мелкие, они сильно меньше миллиметра, там полмиллиметра, округлые формы, вот такие вот, слегка вытянутые, такой овальные, очень специфический, очень хорион сверху. Ну, в общем, если так рассматривать яйцо, в принципе, на свету можно заметить блестящие мелкие точки. Так выглядит, собственно, гусеница, живущая внутри мины, повреждающая симуляционный аппарат. Это гусеница уже получается старшего возраста, 5-й возраст. Следующий слайд. И вот так выглядит, собственно, куколка. Это следующая фаза. Так, собственно, выглядят бабочки. Как раз здесь показан интересный момент. После окончания развития первой генерации львиная доля бабочек уходит как раз в убежище. И, как ни странно это звучит, в начале августа сразу же уходит в диапаузу. Это вот просто доказательство того, что у нас доминирует именно в общем-то, генерация, точнее, развитие с одной генерации, с первой генерации. Ну, статистика здесь примерно такая. Я это занимаюсь с 99-го года. Скажу так, что четверть всего лишь случаев, когда у нас нормально развивалось два поколения. И 75%, что у нас развивается практически одно поколение. Но именно за счет того, что у нас идет по однолетнему такому, в общем, создается всего лишь одна генерация, возникает основная большая проблема. И гигантское количество уходит на зимовку в диапаузу. И практически они не спекуются с паразитами-хищниками, которые теоретически могут с ними поработать во второй половине вегетации. Поскольку они в взрослом состоянии не питаются, для них очень важно уйти сразу в диапаузу, они только вышли, арбуз, и тут же буквально 2-3 дня уже практически под какую-то щель все в состоянии диапаузы. Вот такие вот интересные детали. Дальше следующий слайд. Крайне любопытно посмотреть, как выглядит повреждение внутри кроны дерева. Мы, в общем, специально очень сложный, сразу скажу, эксперимент. Сделали такой вот, ну, грубо говоря, если вы представите большую красивую липу, если верхний, средний и нижний ярус представить, да, собственно, ветки, которые ближе к стволу, подальше к стволу, ну и, собственно, расположение вокруг по сторонам горизонта. Я не буду вам показывать следующую таблицу, она очень сложная и тяжелая, просто скажу так, она тенелюбка. Количество мин всегда увеличивается снизу вверх и от периферии внутрь. То есть она тенелюбка, она очень большая любительница темноты, и чем темнее, тем лучше. Еще раз говорю, снизу вверх увеличение идет и с периферии кроны к центру кроны. Так, следующий слайд, этот пропустим, просто тут людей пугать не будем. Значит, что касается особенностей распределения на листке, честно скажу, у этой вяки есть очень интересные предпочтения. Она, когда плотность ее невысокие, и одна мина на лист среднем, у нее всегда есть четкая зона предпочтения с середины листа. Но когда мы сравнили то же самое при 10 минах на лист, выяснилось, что практически полное повреждение, здесь никаких каких-то предпочтений нету, она просто занимает вообще все, что можно, грубо говоря, занять. То есть здесь уже речь идет не о предпочтениях каких-то микростаций, здесь идет просто о есть ресурс или нет ресурса. Следующий, пожалуйста, слайд. С повреждением, увеличением количества листьев на минах, размеры мин увеличиваются. На самом деле дерево активно сопротивляется, существуют так называемые индуцированные реакции в растении, связанные с перестройкой вторичных компонентов, это алкалоиды, фенолы, терпены и так далее. Дубильные вещества, ну, там их десятки на самом деле названий.
Вот. Есть большое подозрение, что в общей сложности растения все-таки пытаются сопротивляться, изменять качество корма. В результате гусенице приходится брать количеством корма съедаемого. Следующий слайд. Чем интересно, собственно, объект, с которым мы здесь работаем, дело в том, что у этого как раз объекта существует две морфы. Они и бывают светлые, бывают темные. Причем как самцы, так и самки. Светлые и темные. Отличаются вот просто они по цвету. Есть отдельные отделы, которые, ну, они просто действительно намного светлее, чем темные. У того же Кумата это явление сразу же было описано, и он посчитал, что, дескать, это принадлежность к определенным как раз генерациям. Дескать, светлые особи это в основном те, которые летние бабочки, а темные, дескать, те, которые, извините меня, зимуют. Но, как выяснилось, на самом деле, непосредственно к этому фенологическому явлению это отношение не имеет. Следующий слайд. У нас было заложено, на самом деле, 3 пробные площади вокруг Ижевска. И практически на 6 пробных площадях картина оказалась абсолютно идентичной. С повышением плотности резко увеличивается доля темных особей. Причем как самцов, так и самок. Следующий слайд. Ну, в данном случае здесь корреляция, ладно, этого не будем, давайте дальше. Вот, очень интересный момент, пожалуй, вот этот. Дело в том, что темные принципиально отличаются от светлых. И по размерам, и по длине крыла, прежде всего. То есть достоверно отличие идут. А самое главное, что по количеству яиц. Дело в том, что у очень многих, на самом деле, насекомых, это прежде всего хорошо описано на примере саранчевых, очень многих других интересных вредителей чешуекрылых, есть действительно знаменитые темные светлые морфы, дескать, темные начинают доминировать при увеличении плотности, они связаны с тем, что повышается миграционная активность, расселение и все остальное. Мы впервые в мире, кстати, на примере микрочешуекрылых доказали, что, в общем, на самом деле это точно так же и работает. То есть микрочешуекрылыми подобные вещи никто не делал, оказалось, что замечательно работает. То есть прикол какой? Прикол в том, что у этого вида есть собственный внутренний механизм поддержания, извините меня, плотности. В случае, если их становится много, резко доминировать начинают темные морфы, они, собственно, более длиннокрылые, более плодовитые, и в дальнейшем это дело работает на расселении. Когда мы стали пытаться оценить дальность разлета этих бабочек, вот здесь, так сказать, волосы просто дыбом встали по одной простой причине. Выяснилось, что этот вид очень хорошо реагирует на подходящие потоки воздуха. И мы, построив гигантскую, на самом деле, ловушку, больше сотни метров, представьте себе точный источник, и вокруг него по центральным, ну, в общем, на разном расстоянии клеевые ловушки, чтобы посмотреть, на какую дальность разлета они там. Никто не попался, они все ждали упорно 4 часа вечера, когда восходящие потоки, значит, и дальше огромной толпой взлетают и улетают. И, собственно, ветер их несет. Аэрохория, вот откуда 80 километров в год. Понимаете? Потрясающая вещь. И это как раз связано с размерами крыла. Очень любопытно. В данном случае они просто как парус, просто как воздушный планктон, если хотите, переносятся. И как выяснилось, этот механизм для них на самом деле более родной, чем все остальное. Следующее. Сложная таблица, назад немножко так, сложная таблица, но здесь самое главное, вот, выживаемость. Выживаемость 60-70% генерации, но я вам скажу, это запредельная выживаемость. Я лесной энтомолог, я всю жизнь занимаюсь различными вредителями. Я вам скажу так, даже когда вспышка массового размножения происходит, например, такого замечательного вида, как непарный шелкопряд, даже при этой ситуации выживаемость генерации обычно составляет всего лишь 0,1%. Даже когда вспышка массового размножения. Тут десятки процентов, 60, 70. На самом деле это как бы ерунда, потому что когда мы стали смотреть то же самое по разным популяциям вообще на территории Российской Федерации, выяснилось, там и под 80 есть, и под 90 есть выживаемость. При этом естественная смертность от паразитов, заметьте, всего лишь там 2-3%, ну вот 10-11, хорошие цифры, 12 даже было, но в основном все это мелочь-пузатое. Значительное количество их погибает от причин, которые мы отнесли к факторам неизвестной природы. По одной простой причине, там все сложно выделить именно по какой причине погиб, потому что там одновременно действуют и индуцированные реакции, и патогены, и в ряде случаев, что первично, что вторично, сказать очень тяжело. Поэтому здесь четко выделяется от паразитов, и, к сожалению, большая группа, которую определить по фактам смертности довольно сложно. Следующий. Так, ну тут корреляция, я думаю, корреляция просто все к чему? К тому, что связи между плотностью и выживаемостью, к сожалению, здесь нет никакой. То есть это чужой вид, не имеющий на самом деле реально
своих эволюционно сложившихся факторов регуляции, это означает только то, что проблемы с ним, извините меня, просто глобальные. Его никто не контролирует. Дальше. Ну, вам не будет интересно, но я вас уверяю, огромное количество видов паразитоидов, в общем-то, из него было вытащено. Виды все очень интересные, в общей сложности 55 видов паразитоидов, точнее, связаны с этим видом, причем половина из этих связей обнаружена нашей группой. Но так или иначе, хороших паразитов, которые бы его нормально контролировали, практически выделить так и не получилось. Они все полифаги в основном случайно заселяют этого товарища, потому что он тот же представитель такого же рода, который здесь есть в аборигенной фауне. Ну, некоторые из них очень просто яркие представители, просто я хочу показать, насколько они маленькие. Пожалуйста, 1 мм, знаменитый симбиозис горбиус. И вот сердцекорник, да, тоже классные. Они внешне не очень красивые, мелкие хайциды. Ну, следующий. Ну, вот, например, тоже фронтали знаменитый, очень много бывает его. Ну, есть среди, в общем, наших аборигенных энтомофагов все-таки хищные, которые пытаются поедать этого вредителя. Ну, вот среди них, например, знаменитый клоп Андеполис миморум. Дело в том, что он такой широкий полифаг, он поедает на самом деле любых представителей, которые вообще встречаются на древесной флоре фауне, не только на липе. В том числе замечательно залезают в мины. Вот, например, просто в данном случае видно, как он поедает эту самую гусеницу, высасывая ее просто содержимое. Следующий слайд. Есть среди хищников и представителей стафилина. Есть так называемый карабоидес, очень интересный мелкий стафилин, энтофагус. Очень в большом количестве встречается, тоже заползает в эти самые мины и в общем-то, обнаружено, что он может, в принципе, поедать этих гусениц. Но явление это нечастое. Ну и кроме всего прочего, чем интересно, собственно, мины и их обитатели, тем, что там встречаются в этих случаях объекты, которые случайным образом туда попадают, либо они используют просто эти мины, предположим, как особые микростации с определенными условиями, поскольку, сами понимаете, сверху эпикутикула получается эффект теплицы, и там несколько температур отличается от тем, что снаружи. Поэтому огромное количество всяких интересных товарищей аборигенных используют это на свое усмотрение. То есть я к тому, что от инвайдеров, как это не парадоксально звучит, не только вред, но и бывает некоторая польза. Например, просто некоторые товарищи используют их как раз места для убежищ, где они поедают. Следующий слайд, например, одна из божьих коровок просто залезла туда, в общем, тоже видно погреться. Следующий слайд. Вот очень любопытный был случай, связанный с пауками. Клубионы, собственно, род знаменитый, широко распространенный, но мы долго не могли понять, что они-то делали, собственно, в основном на этих листьях с минами, пока однажды все-таки не встретили причины и следствия. Давайте следующий слайд. Они используют эти мины для кладки, собственно. То есть это просто как защита собственной кладки. Представляете, какая интересная особенность. Когда мы это рассказали, показали нашим специалистам по паукам, те вообще в шоке были. То есть надо же, как интересно приспособились к инвайдеру. Следующий слайд. Ну, конечно же, надо прежде всего сказать, что липа как видонос, безусловно, абсолютный лидер, ничего с ним сравнить нельзя. Справочник любой откройте и прочитайте, что чистые липовые насаждения эталонные, правда. В той же самой Башкирии 1 гектар, собственно, липников может давать рекорд до 850 килограмм меда липового. То есть почти тонна с гектара. Представляете, какая замечательная вещь. Удмуртия, на самом деле, в огромном количестве липу в свое время содержала, и вообще липовые леса на территории Удмуртии были настолько же типичны, сколько и в Башкирии. Пока не случилась Великая Отечественная война, к сожалению, огромное количество липников на территории Удмуртии было просто уничтожено, потому что липа очень здорово шла на производство, прежде всего, лаптей. Удмуртия была номер 1 по поставке на фронт именно лаптей. Для чего лапти на фронте, кто знает? Ходить. Логично. Это единственная обувь, в которой собаки не берут след. Вся разведка, все партизаны, это все были лапти. Понимаете?
Поэтому ситуация как в муфте, она просто эшелонами липу, извините меня, посылала на фронт. Естественно, огромные эталонные липовые леса у нас просто изведены. Поэтому все, что мы сейчас имеем, в основном это либо очень небольшие жалкие остатки, либо все-таки вторичные лепники. В данном случае красивейший липовый лес, бриз Ижевск, Малиновая гора. Дальше. Чем интересна липа? Липа, в отличие от очень многих других цветковых растений, имеет очень необычную характеристику. Дело в том, что генеративные всевозможнейшие образования у них формируются непосредственно в год повреждения. У всех нормальных, типа яблони и так далее, в общем, генеративные почки, они формируются, извините, год до этого. А здесь практически тот же самый год. И как раз вот эти, к сожалению, явления очень хорошо совпадают с как раз основным периодом повреждения липы. Именно липовой мулепестрянкой. Давайте следующий слайд. Вот тут все очень понятно написано. Разные года, 8, 9, 10. Это плотности, естественно, сторону увеличения. Вот смотрим количество цветов, соцветий. Соцветия, прежде всего. Смотрите, резко падает, резко падает, резко падает. Количество цветов резко падает. То есть я к тому, что вот, пожалуйста, вот 3 мины, грубо говоря, на лист, да, в 2 раза практически шарахнуло количество, извините меня, цветов на 1 квадратном метре. Следующий. Ну и самое, да, то есть сразу понятно, что это все имеет связь с плотностью повреждения и заселенностью. Следующий фото. Вот самое главное и самое страшное. Количество сахаров в нектаре. Вот поврежденность, она, сами видите, очень быстро растет, с плотностью, понятно, что прямая корреляция. А количество сахара в нектаре, пожалуйста, падает и падает очень стремительно. То есть я к тому, что 3-4 мины на лист в среднем, и поверьте мне, вы уже в разы теряете количество сахара в цветах этих самых липовых растений. Тут сразу скажу, это потенциальный ущерб, боже упаси, поэтому не читайте, как это. Значит, собственно, из статистики, которая общедоступна, известно, что где-то там примерно 80 тысяч гектар ледников на территории Удмуртии. Существует диссертация Дениса Поздеева, который в свое время, в общем-то, посчитал потенциал соответствующий и выяснилось, что если представьте себе, цена меда 100 липового, 100 рублей за килограмм. То есть если потенциально выкачать, получить весь мед с этих лепников, я говорю потенциально, то есть представьте, сколько надо, извините меня, пасеками, да? Вот, собственно, это цена меда. А реальный ущерб при всего лишь 3 минах на лист, вот такой. То есть вы теряете миллиард, извините, рублей даже при цене, при плотности 3 мины, собственно, на лист, понимаете? А у нас, я еще раз говорю, помните, я вам показывал листочки 35 мин на лист, там вообще нет сахара в цветах. Вообще нет. То есть, потому что пасека есть, липовые леса есть, насаждения есть, а вы будете полностью без липового меда. Потому что это просто липовый, ну, в данном случае нектара, просто нет. Пороги вредоносности, наверное, больше они... Ну, то есть я к тому, что здесь просто показано, при каких характеристиках у нас куда чего меняется. К сожалению, страдают не только генеративные характеристики, но и приросты прежде всего, и по удлиненным побегам, и по приросты по диаметру. То есть, в принципе, с точки зрения именно лесоводства, это тоже серьезная проблема. Конечно, вредитель не убивает липа как таковой, то есть я к тому, что это не злостный вредитель. Но ущерб такой, что это достоверно снижает продуктивность растений, в том числе и для, в общем-то, лесников это тоже проблема. Следующий слайд. Ну и здесь просто наши коллеги, с которыми мы пересекаемся, и благодарю их за помощь в определении, собственно, наших разных объектов. Ну и спасибо за внимание. Да, молодец. Да, как семинаре, это впервые мы слышим такой доклад. Это фирменная установка. Давайте вопросы. Вот, товарищ Торопец, у него студент. Я боюсь просто самое опоздать. У меня Как бороться с этим? Хороший вопрос. Вот специально, как говорится, знал, что такие вопросы наверняка зададут. Значит, уважаемые коллеги, наша команда эта занимается моя, в общем, этим видом давно. Мы уже давно паразитируем на этой теме. В общей сложности здесь было написано 3 кандидатские диссертации, дай бог еще было 4-я, может даже 5-я. Вот, мы долго думали, как в данном случае как-то
зарегулировать этот объект, и в общей сложности решили, что самый простой и надежный способ локально, по крайней мере, сбивать численность, это на самом деле с помощью феромонных ловушек и, собственно, создания феромонов как таковых. Именно с этим целью мы связались с Москвой. Москва пошла нам навстречу. Мы нашли, собственно, лабораторию, где нам готовы, на самом деле, оказать содействие и синтезировать фрагменты различные феромона, то есть методом подбора мы, собственно, скорее всего, можем подобрать половой аттрактант, который может стать основой для мониторинга и уничтожения этого вредителя, по крайней мере, локально. Суть метода довольно проста и хорошо известна. Существуют, собственно, так называемые половые феромоны, но пчеловодам не надо рассказывать, что такое половые феромоны. Значит, по сути дела, зная эти вещи, мы можем создать, прежде всего, защитные, практически сети. Это называется метод половой, это метод самцов-вакуум называется, собственно. То есть площадь липника, например, большая, создается большое количество ловушек определенного образа стоящее, и она вылавливает всех самцов за определенный промежуток времени. Самки остаются неоплодотворенные, численность после этого, как правило, падает. Эффективность этого мероприятия, обычно где-то 70-80% общей сложности. Но с точки зрения экономического значения, безусловно, это важно. Можно ли вообще ее вывести? Тоже хороший вопрос. Слава богу, у меня нынче поступил аспирант. В общей сложности мы постараемся, если все сложится нормально, на родине, на первичном ареале, собственно, на Дальнем Востоке, поискать именно паразитов, паразитоидов, которые адаптивны к этому товарищу, максимально эффективно с ним работают, дабы их в дальнейшем, может быть, использовать в качестве биологического агента для завоза на территорию Российской Федерации, чтобы, собственно, сбивать и снижать численность экономически значимого вредителя. Наши все показатели говорят о том, что, в общем, и то, и другое, и феромоны, и паразитоиды абсолютно реальные вещи. Сейчас все дело упирается просто в деньги, потому что, сами понимаете, создание феромона вещь не дешевая. Но принцип, я вам расскажу, это очень просто делается. Вот стандартная, в данном случае, ловушка на непарного шелкопряда. Это американский вариант типа молочный пакет. Они по-разному могут выглядеть, но суть дела не меняет. Здесь вот есть прорези. Сюда вешается феромон, напротив, собственно, этих дырочек ветер растаскивает этот феромон, самцы прилетают. Поскольку внутри есть еще и умешляющая пластинка, они быстренько засыпают. И в конечном итоге такая ловушка в автоматическом режиме может практически убивать сотни особей на определенной территории. В дальнейшем просто оператор приходит, все это дело убирает, и эта ловушка работает, так сказать, пока там лед продолжается. В общей сложности это очень удобно, потому что это экономически очень оправданно. Это недорогие технологии, когда они уже созданы. На доллар вложения до $4 прибыли. То есть, в принципе, это очень прилично. Единственный момент здесь какой, то, что феромоны пока не созданы как таковые, а сама технология чрезвычайно экологична и очень подходит именно для пчеловодства, потому что здесь мы, во-первых, не работаем ни с какими загрязнениями. Пчелам абсолютно фиолетово то, что происходит вокруг, мы их никак не задеваем, и самое главное, что никакой смертности левой здесь быть не может. Кроме всего прочего, все эти производные феромонов, они очень легко и просто разлагаются в природе, и в дальнейшем даже следов от них не остается. То есть все это абсолютно экологически чистые методы, тонкие методы, я бы сказал. Вот. Если локально вокруг пасеки, предположим, создавать такие сети, то можно гарантировать, что в общей сложности пчеловоды останутся с липовым медом. Такие вот дела. Этот вопрос мы сейчас как раз подняли в Министерстве сельского хозяйства. Госпожа Абрамова сейчас обдумывает, насколько можно помочь. Дадут деньги, не дадут деньги, мы, честно сказать, пока не знаем. Но если вдруг дадут, то в общей сложности мы постараемся года за 2-3 создать феромоны, по крайней мере, которые бы позволили пчеловодам прежде всего помочь локально, по крайней мере, сбивать численность этого вредителя и получать нормальный липовый мед. Хорошо, спасибо. Один вопрос, можно? Можно. Вот эта моль, она вредна лесу как таковому или только влияет на медопродуктивность? Значит, она влияет на продуктивность растений и вредит, получается, лесоводству. То есть я к тому, что приросты дерева падают. С точки зрения лесоводства, это может быть не бог весь чего, потому что значение там не сильно, 25%, грубо говоря, теряет прирост. То есть много это или мало, это надо просто посчитать. Но с точки зрения лесного хозяйства, безусловно, это вредитель. И это вредители и для пчеловодства. Причем очень злобный по одной простой причине, потому что липа все-таки лучший нектаронос. Ясно, что развитие липы замедляется.
Очень хороший доклад, правда? Вот еще один вопрос. Да, пожалуйста. Чем связано то, что в прошлом году можно было найти 20, больше даже этих мин на листе, а нынче липы чистые были? Снижение минимум в 10 раз. Слава богу. Дело в том, что как раз связано это вот как раз с количеством генераций. Я просто объясню, в чем проблема. Когда этот вид дает одну генерацию, и они сразу тут же уходят в диапаузу, к сожалению, просто очень хорошо зимуют, при этом никто их не беспокоит. Получается на следующий год, как правило, резкое увеличение численности. Когда вид идет по двум генерациям, численность его резко падает, слава богу, по одной простой причине. Дело в том, что вторая генерация, она гораздо лучше повреждается энтомофагами. Просто когда пытались сравнить, собственно, смертность и выживаемость первой и второй генерации, выяснилось, что там почти в разы вторая генерация гибнет больше. То есть я к тому, что до зазимовки доживают при реализации двух генераций значительно меньше, в разы меньше особей. В результате на следующий год потенциал. В прошлом году год холодный был лето. У нас главный медосбор начался 19 июля где-то. Это значит, вторая-то не может развиться полностью. Вторая, в прошлом году тоже. У нас вот этот год был однолетней генерацией, прошлый год однолетней генерацией, но это связано прежде всего с нестабильностью климата. Вот я просто посмотрел характеристики по абиоте, там были в прошлом году скачки осенью температурные, скорее всего именно они повлияли на выживаемость. Дело в том, что зимует она в основном под корой, например, сухостойных деревьев, очень любит хвойные деревья. То есть просто под корой залезают, их там миллионы, просто кору снимаешь, там практически одни сплошные бабочки сидят. Так вот, нормальная зимовка их проходит только при условии, что зима не имеет глобальных скачков туда-сюда. То есть, когда есть резкая, ну, предположим, в декабре вдруг не того, там 3-4-5 дней плюсовая температура, они начинают просто выходить из диапаузы и все, и тут же раз мороз, и они просто померли большинство. Понимаете? То есть, вот за счет вот этих скачков странных, она, в общем, смертность сразу увеличивает. А то, что под корой хвойных чистые лепники, там меньше этих бабочек или... Чистых, значит, очень правильный вопрос. Мы специально в свое время сравнивали наши древостои по структуре и смотрели предпочтения этой бяки. Куда больше она любит. Значит, она предпочитает любые темные, такие высокобонитетные, высокополнотные насаждения. То есть, если вдруг липа сочетанием с ели, липа сочетание ель-пихта, или или, предположим, липняк, но такой большой, плотный, давно сформировавшийся, то есть там уже есть тень внизу. Ее, к сожалению, там очень много. То есть она тенелюбка, к сожалению. И в этом плане с ней много проблем по одной простой причине. Есть куча бабочек, которые наоборот на свету и с ними проще. А это, понимаете, то есть в середине древостоя работать с химией или еще что-то, понимаете, всегда сложнее, когда плотный лес и все остальное. Поэтому тут куча вещей, которые просто вот некоторым технологиям сразу запрет дают. Ну, просто не сработать здесь с такими вещами. А с ней сложностей хватает, честно скажу. Вот в лесу то, что затененно, в городе липы стоят отдельные, они меньше поражаются. Совершенно согласен, потому что они на свету. У нас практически каждое дерево, мы по Пушкинской, вдоль всей Пушкинской, везде, где вот эта прямо аллейка вдоль дороги идет, по каждую липу 4 года подряд ходили, смотрели. Я вас уверяю, липовая пестрянка есть практически на каждом дереве. Но плотности ее шарахаются просто там в порядок. То есть одна мина на 100 листьев, одна мина на 1000 листьев. Понимаете, вот такая история. И она, слава богу, очень в городе, внутри города, собственно, не встречается. То есть я к тому, что вот на декоративные, всевозможные там студенты ждут. Ну, подождут, конечно, Тогда у меня к вам еще одно предложение. Да. Вот эта тема явно будет интересна на Апимонде, который будет на следующий год в Уфе, тем более в Уфе. Вообще, наверное, башкирам это будет интересно. Они знакомы с моими работами, поэтому... Ну, вот на этом форуме, представьте Удмуртию по этому вопросу. Если вдруг все, слава богу, будет, лишь бы с коронавирусом, то... Там, кстати, вы можете найти и спонсоров. Ну, дай бог, если. Но я к тому, что эти работы знают очень хорошо. Но я просто для справки скажу. Если вы возьмете просто например, Википедию, самая обычная вещь, которую откроете, там наберете липовая пестрянка, там довольно приличная статья написана на обзоре 16 самых лучших статей мировой литературы. То есть я к тому, что и на английском, естественно. Но я для справки скажу, что вот из этих 16, 8 это наши работы. То есть я к тому, что мы не последние, кто работаем с этим товарищем, мы про него очень много чего знаем, хорошего.
Может быть, даже многие вещи знаем намного лучше, чем все остальные. Просто потому, что я застал момент только появления этого вида. В 99 году он, собственно, появился здесь, в Удмуртии. И вот с этого момента мы практически ежегодно большое внимание уделяем в том числе этому виду. На самом деле это всего лишь небольшая часть работы, которую мы делаем. То есть я к тому, что мы не только липовым занимаемся. Потому что с точки зрения науки это еще более интересная вещь. Это так называемые непериодические популяционные волны инвазионного сценария. То есть я к тому, что мы расширяем теорию, прежде всего, непериодических популяционных волн. Но это уже как бы отдельная песня, совсем сюда не относящаяся. Иван Владимирович, пчеловоды, у которых пасеки в лепнике, они же могут вам помочь в статистике. Конечно, конечно. Вот мы Так поэтому мы господа пчеловоды, наблюдайте и информацию. Поэтому если вдруг чего, мы просто дело в том, что у нас запланирован, если слава богу получится, все-таки с Министерством сельского хозяйства работа. На следующий год будет работа проводиться, собственно, на обосновании именно удмуртского меда именно как бренда, возможно. То есть я к тому, что мы с очень многими из вас можем столкнуться непосредственно, и просьба нижайшая, снисходительно отнестись к нашему появлению, и мы вокруг, может быть, пасеки что-то поделаем. Да. Назовите свой адрес и телефончик. Люди, у кого может быть, есть даже желание. так мы предварительно будем говорить, что мы выезжаем. Кстати, мы на сайте можем выставить. Просим содействия. Да, и там укажем адрес. Мы ничего плохого вашей пасеке не сделаем, мы это сделаем только ради того, чтобы обосновать, в общем-то, на самом деле, мед удмуртский именно как бренд. Именно научную подоплеку это сделать, чтобы в общей сложности мед удмуртский гремел, как он раньше гремел, на старых ярмарках. Это было на самом деле всегда, просто со временем, извините меня, подзабылось. Надо это дело обязательно поднимать. Понятно. Иван Владимирович, Да. а вот такой еще вопрос. Вот создастся эта ловушка, она будет, я верю. А дальше распространение, как планируете, за счет чего, как ставить их? Вы знаете, сейчас основная проблема, я понимаю, сейчас основная проблема получения, собственно, качественного количественного состава вот этого полового феромона, потому что это, как правило, комплекс молекул и определенной концентрации еще к тому же. То есть, понимаете, то есть мы должны обязательно дойти до этого состояния, довести этот товар, грубо говоря, до того, что с ним можно работать. А потом уже в дальнейшем предложить, на самом деле, создание феромона более дешевого, потому что все вот эти работы начальные, они, к сожалению, очень ресурсоемкие. А кто работает над этим, над разработкой феромонов? Значит, феромонами занимается у нас в Москве одна единственная контора, которая, в общем, контролирует всех, в общем-то, на самом деле, карантинных видов. То есть она работает и создает феромоны именно по работе с карантинными. Я в свое время сталкивался и общался с ними, пытаясь обосновать необходимость внести этот вид обязательно в карантинные, но дело в том, что поскольку к тому моменту она уже практически по всей европейской части Российской Федерации распространилась, они скажут, что уже необходимости нет. А Кавказ она вот только стала сейчас засваивать. То есть к тому, что они уже за карантин его не посчитали. А ученые, которые разработали феромоны матки для привлечения трудней и вообще раев, может быть, они могли бы этой работой заняться? Могли это бы. Уфа, Уфа, я знаю, я с ними тоже хорошо знаком, хорошо контактирую. Проблема заключается в том, что у них сейчас загруженность по своим проектам настолько высока, что когда я им предложил, они сказали, вы знаете, вот у нас в ближайшие 5 лет просто не подходить. Понятно. Поэтому, слава богу, Москва согласилась. То есть они готовы оказать содействие, создать самое сложное, именно как бы органическую часть всего этого самого полового аттрактанта, а мы ее, собственно, на местной популяции проверим, прогоним. Если она работает, то это, в принципе, возможность создания метода, по крайней мере, локального уничтожения этой бабочки, по крайней мере, вокруг пасек. Если оно вам будет интересно, конечно. Вам большие массы бабочек нужно для этой работы. Мы соберем, вы не переживайте. С зимовкой все хорошо, открываешь кору, и там, знаете, тысячи их штук сидят, поэтому с этим видом вообще никаких проблем. Он, к сожалению, понимаете, беда-то в чем? Он чужой вид. У него нет местных факторов регуляции. Паразиты, хищники, патогены на него местные не действуют. И вот поэтому он безобразничает как хочет. Ведет себя безобразно. Но затрагивает на самом деле экономические интересы, прежде всего и пчеловодов в том числе. Лесники на это меньше реагируют. Они не так нервно на это реагируют, потому что липа все-таки не есть номер один. Как бы, да, а вот пчеловоду без липы, извините меня, никак. Хорошо, спасибо еще раз. Не за что. Иван Владимирович. Не за что. Я тихонько